общем, приехала Когда такая... езжу в этот, Ага. Ну, давай, рассказывай. как будто, как сказать-то, Ну, в общем, у меня такая машина была. Поэтому я сейчас прокачусь, скажу, что это такое. В феврале этого года, январь-февраль. Так, ладно, пока стоп. Я люблю кататься на чужих машинах. Шучу, конечно. В общем, с февраля... А до этого были машины? Нет, не было первой. Первая машина Aqua сразу, да? Ты представь то, что ты сейчас ездишь на самом экономичном автомобиле в мире. Ты знаешь это? Да? На АВГ у тебя показывает 13 километров на литр, показывает почему-то. Ну, надо посмотреть батареечку туда-сюда, обслужиться. Батарейки По-любому. тоже быстро разряжаются. Ну, посмотреть надо. Как правило, ко мне люди приезжают вот так вот, и потом я им говорю: ребята, надо что-то делать. Ну, я видел твои видео, которые ты Да. выставил. Там же ты вроде поддон меняешь, да, или что? Переворачиваешь? Иногда это переворачиваю только вот, как у меня вот был этот Esquire, свежие машины, которые реально еще можно перевернуть, а которые уже запущенное состояние, там уже не перевернешь. Там уже меняют, да? Да. Уже А ничего там не по сделаешь. блокам же меняется, да, или целиком? Это кто-то называет кассетами, кто-то называет элементами, в общем, батареечками. В связке 28, там, у тебя 20 батареечек. Из 20 батареечек можно там плохие найти, выкинуть, поставить хорошие, и все, и катайся дальше. Ну, все просто, как бы, элементарно. Прибор позволяет. Вот, в принципе, ребята, надо будет подсказать, чем покрасить. Вот это где-то я видел у нас Prius Club. Покрасили руль. Весь ошарканный, но ничего страшного. Все, сейчас проверим. Тапка в пол. Ну, поснимай, пожалуйста. Сейчас свои ощущения тебе скажу, что вот это дребезжит. Ну, у тебя просто грыжа на колесе, ё-моё. Грыжа, да. Конечно. Откуда она появилась? Грыжа на колесе, да. Все, вот это только тебя беспокоит. Нет, еще это дергается, когда ездит. Сейчас почему-то перестало. Но вчера, когда вот сам Ди ехал по дороге, после Майи, короче, на асфальте, Ага. выехал и, ну, там уже сотку набирал. И там уже этот дергается. Дергается. Да. Она не должна дергаться. И как будто этот обороты не добирает. Чувство было. Поэтому... Под капотом ничего не гремело, ничего не дребезжало. Нет, под капотом нет, такого ничего не было. Ну так, первое у нас это всего лишь с колесами проблема. Ну, я считаю, что с колесами. Грыжа какая-нибудь такая, вот колесо есть, и вот эта сторона. Не боковая, а вот здесь грыжа. Понял? На протекторе, короче, На грыжа. протекторе, да. Блин, нифига себе. Это шорткой, да, у тебя? Ага. Ну, нестандартные нестандартные колеса, поэтому Да. 195-й. Я в шапке уже, потому что все, осень. Скоро снег. Скоро снег, да, уже чувствуется такое. Сегодня я вышел на улицу и прям почувствовал, как это. Но нету, никуда не ведет, ничего. Это просто с ходовкой, в принципе, все в порядке. Я не вижу, никуда ни в сторону, ни вправо, ни влево не ведет, хотя 80. Всего лишь навсего с колесами. В общем, тебе надо колеса поменять, скорее всего. Ну, сейчас глянем так визуально. Ага. Но это на балансировочном станке только проверяется. А Привода не хрустят? Нет, не хрустят. Вроде Я- нет. Я же выворачивал, так бы они бы уже захрустили. Считай, вот сейчас поворачивал, они бы захрустили. нет. Этого достаточно. Такого нет. Да. Такого нет. Так, Да ну и- что, значит, первая машина, да? Ага. У меня тоже вот циклки были. У тебя, кстати, я рестайл, потому что вот у Ага. меня такие закрывашки. Я-то, если честно, не сильно разбираюсь, что это. Ну, поэтому и есть вот сервисы, вот это все, ребята, которые... Я как бы простой парень. Я не беру за вот такую диагностику, как бы денег. Просто прокатился, сказал, что есть и все. Мое дело познакомиться, так скажем, с человеком. И все. А посмотрим, если сейчас на батареечку. Батареечку снимем, проверим, что с ней. Из-за нее тоже может быть дергаться, потому что если она уходит, быстро разряжается. Да, очень быстро Быстро, разряжается. бам, когда вот это падение батарейки происходит, может быть пиночек, рывочек. Такое может быть. А все в остальном, ну, свечки, ну, сейчас компьютер подцепим, посмотрим, может пропуски есть по зажиганию. По зажиганию, если пропуски есть. Ну, я не вижу, движка прет нормально.
мне нравится, как она едет, не гремит, я ее не слышу. Потому что один раз приезжал на Акве, у него вообще не тянула тачка. Ну тебя вон давлю, он полетел сразу, видишь? Сразу там сзади что-то бум делает. Видишь, сразу набирает, сразу ух, и полетели. И полетели. Проблем нет. По двигателю я не вижу проблем. По ходовке, ну скорее всего это грыжа у тебя просто. Какой там низкопрофиль, да, наверное? Нет. Понтовые колеса? Нет, обычные. Обычные? 195 на 85, что ли. 65. 65. R16. А, 16-й, тогда не 65. Если 16-й тут колеса, то тут низкопрофиль, 45, наверное, или 55. Потому что И маленький. этот всесезонный. Либо ты просто в яму влетел и погнул диск. Такое тоже может быть. Такое тоже Не может. дай бог. У меня низкопрофильный до этого было. Да. Я их продал как бы, потому что одна этот в одной о почку ударился и этот. Ну, и чё, Ну там трещина уже на диске. на диске сам. Ну ты в принципе понимаешь, про что я тебе говорю. Такая вибрация может быть из-за диска, потому что опыт большой. Если бы на этом было, на приводе, она быстро же крутится. Понимаешь, чем больше радиус, тем меньше вибрация. Понимаешь, вот так как центрофуга. А если здесь будет, то вибрация будет другой частоты. О, красавчики. Представляем. Сейчас заедем сразу и посмотрим, что у нас. Так, ну что сейчас тогда? Батареечку проверим Да. по ходовой, да? Конечно. Ну и там будет видно. Сейчас компьютер подсоединим. Поэтому... Так, смотрим по колесам. Но зимняя резина, подкрылков нету. Да. Где-то Покажи. потеряли подкрылки. Ну это что, кардиант? Ну, понятно. Понятно, почему вибрация, ребята. Так, диски не зашорканы, нормальные. Так, что у нас еще здесь? Вот, провода торчат АБСные. Ну так, плохо, что без подкрылок, конечно. И там задних, передних. Я потерял это, когда сопенюсь, стоит. А, ну там, понятно. 195-65. Да. Попробовать вот эти колеса поставить назад. Чисто как эксперимент. Но на подъемнике видно будет, в принципе. Скорее всего, я вот такие всякие литье почему не люблю, потому что она, вот эти китайские литье, так скажем, очень мягкая. Хорошую кочку поймал, и она мнется, как пластилин, короче. Силуминовая хрень, поэтому всегда стараюсь, если есть возможность, японское что-нибудь оригинальное, пусть страшное будет, но оригинальное. Ну да. Проставочки бы тебе поставить не мешало. Есть? Это уже есть проставками? 2 сантиметра, да. Значит, у тебя пружины сели. Значит, сели пружины. Но понтовая тачка, вес вот скоро потеряешь, по ходу дела. Так, Переклейку делать. надо приклеить. Да по сути все готово. Мне обратно поехать, там уже будет наверное, переклейка. Ну да, зима. Зимой, ну, что поделать. Чуть-чуть шины, ну, как сказать, слишком большие. Да. 195-65. Я не помню, какие у меня стояли. 85 были. У меня 185 стояли. 195 для аквы многовато. Особенно на зимней резине, у которой есть протектор. Она вот выпирает. И еще может зависеть от диска, потому что это не стандартный диск, и он может вынос иметь неправильной формы. В общем, этот размер великоват. 185 максималка на 15 колесах. Иначе будет шоркать. В общем, маленечко грязненькая, а так красивая, свежая. Рестайл, туманочки, обвесик крутой. Ну и вообще тачка как бы нормальная такая, пуля, да? Хотя вот рядом стоит тоже спортивный аппарат, да? Угол какой? Больше чуть-чуть, да? Или нет? А, тут даже нос обтекаемый. Тут носа столько обтекаемости нет, сколько здесь. Ну-ка. Они же эти, братья. Да,
Угол стекла. Чуть-чуть стойка тут выше. Видно, да? Хоп, какой здесь угол. Вот видно, что угол есть. А там почти угла нету. Пуля там, короче. Так, заехать на... Сейчас глянем, что тачстрим показывает. Официальное приложение наше, тойотовское. Конечно же, оно маленечко сделано пиратским. В общем, чуть-чуть пауза. Видео может. Итак, смотрим гибрид Control. Так, гибрид Control ничего не показывает. Data list посмотрим быстренько. Как бы я визуально гляну. Уже сопли начинается. Видите, в чем дело. Это меня вчера спросили с Владивостока: что ты в шапке? Что ты в шапке, говорит. Я говорю: е-мое, как это я че в шапке, блин. Вот так вот я в шапке, блин. Ну, посмотрим, что у нас. Минимальный, максимальный. Разбег. Так, ладно, дельта сок по нулям. Так, это понятно. Температура нормальная, 30 градусов температура. 19 должны быть эти. Сейчас 22. Ну, мы увидим зеленые. Зеленые увидим контакты. Чуть-чуть посмотрим вот так вот в статике, да? Просто ничего не делается. Посмотрим, да? Вот смотри, первый блок, да? Угу. И последний блок. Разница есть? Десятка. Тут 18, тут 0,8. По-моему, она какая-то деланная. А ее уже влазили мне. Причем неплохо лазили. Видишь, как бы этот сильный, да? Смотри, сильный, слабый. Опять сильный. Видишь, десятку долбится. Как бы эти ровные, да? Опять слабый, да? Сильный. Слабый, сильный. Понял? Вот. И вот чередование идет. Чередование идет. Поэтому думаю, то, что сюда лазили, как бы лишний раз. Я хочу сейчас наоборот зарядить, мне надо ее, чтобы не 15 было, а 16-30. Сколько там сейчас делений? 3? Да, 3. 3 деления, блин. Ладно. Покажу, как заряжать, ребята. Это, короче, правой ногой. Блин. Короче, левой ногой. Включаем дэшку. И газ нажимаем. Видишь, даже показывает, типа у тебя газ нажат. Смотрим, заряд мне надо. Мне зарядку надо дать. А все, хватит. Ну, вот. Погоди. Ну все, хватит. Чуть-чуть зарядили. Все. Все, зарядили мы ее маленечко до... О, что-то даже дофига зарядили. Мне надо 16:30. Нам все упало, все. Можно вырубать. Можно вырубить машину. Где там кнопка же была? Она сама вырубилась. В общем, примерно половина деления. Ну, что-то слишком он закидал ее быстро. В общем, 16:30 пусть будет. Ну, такое ознакомительное видео, потому что на Акве примерно у меня результаты есть какие. Там есть чемпион у меня Аква. Сейчас посмотрим, сравним именно вот эту машинку с чемпионом. Все, пока вырубаем. Нет, какой вырубаем. Посмотрим двигатель. Ну, двигатель я ничего не заметил. Подвижки вообще четко. Подвижки четко прям. Мне очень она понравилась. Data list посмотрим. По двигателю мне очень понравилось, как она, прет, она нормально едет. Так. Сейчас тут долго листать, блин, надо мне... Хоба. Дальше. Хоба. Пропуски зажигания. Где у нас пропуски? Пропуски. А вот первый цилиндр, второй. Пропусков зажигания нет. Вот первый, второй, видите. All цилиндр. Все нормально. По цилиндрам нормально. Так, по катализаторам. Катализаторы на месте здесь. Первый
300, почти 70 градусов. Второй, который сзади идет, 144 градуса. Нормально, катализаторы на месте, это уже хорошо. Так, температура охлаждайки посмотрели. Сторонник того, что МАФ просто, если загорится, ошибка вон там вот по МАФу, тогда можно его почистить, короче. Лезть не надо в него лишний раз, химией его полоскать. Так, дальше. Ну, в принципе, все. То, что мне хотелось. Зажигание, свечки нормальные. Будем вырубать, батареечку снимать. В общем, машина для кого? Для двух детей. 2 кресла стоит, смотрите. Хоп-хоп, 2 кресла. И все. Получается, да, семья ездит из 3 человек, получается. Мальчик-девочка, наверное, да? Мальчик-мальчик. Мальчик-мальчик, вон. Видите как? Машина, главное, экономичная, самое главное. В общем, убираем кресло. Пока куда-нибудь поставим. Периодически, оказывается, надо постоянно чистить. Готов. Ставим назад. Выпускной коллектор. Выпускной. Смотрим? Да. Такое количество пыли. Все, убираем. Так, смотрим по нумерации сперва. Лазили, не лазили. 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81. Так, 22, должен быть 23, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Все, родные элементы стоят. Так, эти штучки снял. Ну вот, 22 получается. 22, чуть-чуть грязноватые. Вот появились на болтах вот такие окислы. Так, ну, не совсем грязные, конечно, но если полезли, то надо поменять. Здесь у нас то же самое. Кнопочки начали уже, то есть болтики начали уже покрываться. 22 Ома. Сопротивление, да. Подключаю приборчик. Вот, достал информацию про акву. Черная вот аква у меня была. Прошла 8 этапов. Прошла 8 этапов. А сейчас посмотрим эту акву. Тоже запишем ее, пожалуй. Сюда тоже. Аква. Аква. Черная. Ладно, пока я запишу все это дело и потом начну. Все, тоже начал писать все это дело. Сейчас 400 метров поставлю. 400 метров поставлю.
Так, сохранить, убрать, все. Ну, поехали. Первый этап. Разрядка. Поехали. Все подключено. Сила тока 5 ампер. Все, посмотрим. Должно 4 минуты пройти. 4 минуты 38. Поэтому за это время пока можно кофейку налить, чайку и так далее. Но разбег вообще четкий. Прям классный. Прям, ну, свежая машина. Какого года? 15. 2015 года. Все. Первый этап. Записываем быстренько цифры. 14:50. Время 4:42. 04:42. Разница 0:09. 0:09. Второй этап пошел. Второй этап пошел. Так, второй этап прошел. Данные 14:22. 14:22. Время 04:55. Разбег 0:11. 0:11. Третий этап пошел. Ну, сравню, вот, допустим, с подопечным. 4:50 было на втором этапе. 4:30. 4:43. А тут уже до 22 упал. Ну, значит, все равно слабенько будет, слабенько. Посмотрим, что загадывать. Второй этап прошел, сейчас третий. В общем, третий этап заканчивается уже. Смотрите, повылетали. Ну, до 5 подожду. Третий этап. Посмотрим. Ну, 4 уже вылетело. 5, все, хорош. Ну все, на третьем этапе закончилось у нас. Третий этап. Пауза стоит. Так, третий этап закончился у нас. 4 минуты прошло. 4 минуты 21. Вылетело 5 элементов. Разбег 0:11. 0:11. Вся середина просевшая. В принципе, как и у меня. Вариант с переворотом имеет место быть. Плюс обслужим, плюс там сзади обдуем, продуем сзади, тоже грязно. И все. Ну, человек, в принципе, представление сейчас уже имеет о своей батарее. Заодно я, когда буду разбирать, посмотрит и будет просто спокоен, как говорится, как удав, потому что у него все будет чики-пуки. Ну, 3, ну, слабенькая батарея, так скажем, на троечку. Где-то 50-60% осталось. В принципе, как у меня была аква, на которой можете там полистать внизу обзоры мои. Аквы черные. Тоже такая же была, скорее всего. 50-60%. Ну, еще ее можно реанимировать, так скажем. Не сколько реанимировать, сколько сделать так, чтобы она подольше побегала. Это не панацея, конечно, но сделать так, чтобы подольше побегала. В принципе, понимаешь, да? Стол перевернуть. Угу. Понял, да? Ну, я видел. Вот перевернуть стол и будет нормально. Разбег, потому что очень маленький, но середина просевшая. Чтобы ее разгрузить, середину, поставить середины по бокам, ну, пенсионеров, так скажем. Все, на покой, как консьержки делать, а те пусть работают вот, посередине. Которые расслаблялись вот сверху, видите, они на расслабоне, на чили, мы их, все, лафа кончилась, переставим в середину. Вот, пока я это все меняю, хозяин тут классные такие штучки делает. Ну, болтики классные, да. Все, будем закручивать. Самолеты летят над нами, а у нас тут разрядка батареи. После перекидки. Смотрим. Разбег 0:08, 0:07. Так, после перекидки первый этап 4:49. Разбег 0:15. Но потом он выровняется. Второй. Всего лишь я 400 залил. Все, второй, поехали. Ну все, ребят, хватит пытать. В общем, разбег 0:18. Ну, из-за горочки. Она потом уйдет со временем. Вот. Все. То и требовалось доказать. По бокам были
на расслабоне. Сейчас стали туда на расслабон, стали старики. А те, которые на расслабоне были, стали посередине. Где самая большая нагруженность. Поэтому, как бы, ну, вот так вот объясняю всегда. Чуть-чуть небольшая вот горочка получилась, но столешницу перевернул. Ну, а со временем поднагрузана. Вся нагрузка в середине. Температурная и вообще, как бы, мало охлаждения, потому что только по пяткам, грубо говоря, дует. Поверху тут ничего не дует им. А здесь первые 3 всегда будут охлаждаться холодным воздухом отсюда, по ногам. Тут уже тоже охлаждается, а здесь просто в стенку упирается воздух и вверх поднимается. Поэтому вот эти 2 жестко будут на расслабоне. Ну, как сказать, все равно особо не напрягаться, так скажем. Вот. Ну все, сейчас заряжаю и ставим. В общем, в очередной раз у меня кое-что произошло. Тут, блин, перегорел предохранитель. Давай. Максимальное приближение. На видео не хочет приближаться. F 15 ампер. Шумка вся сделана? Да. Ну-ка. Сейчас проверим у парня. Шумка. Задние, передние только сделаны. Здесь тоже шумка. В общем, увидел вот такую шумочку я, ребята. Круто, конечно. Мат лежит. Виброизоляция. И вот подавление вот такая оранжевая, плотная. Круто, круто, круто. Это круто. Подгон. Да, черепашка. Черепашка. Но батареи не снимали, потому что под батареей нету шумки. Ладно, собираем. Ну, четкий, конечно. Четкая альфа. То есть аква. Четкая. Вот парень подъехал тоже еще. Потом поднимешься, да? Ну, туда дальше, куда им встанешь. Так, стоп. Ага. Оп, задевает. Так. Ну все, наступила осень. Листва. Благодарю за внимание.